Сосногорском районе стартовала весенняя кампания по санитарной уборке. Горожане проводят субботники во дворах своих домов и на общественных территориях. Трудовые коллективы наводят порядок возле рабочих мест. В числе первых инвентарем вооружились сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства. Субботники по своей сути очень важны, потому что, приняв непосредственное участие, мы наводим чистоту в нашем любимом, родном городе, в том числе Сосногорске, благоустраиваем территорию, очищаем от мусора, что в конечном итоге радует и нас, и жителей нас, и гостей нашего города. Вышли на субботник и представители спортивной отрасли. В первую очередь они навели порядок на территории стадиона «Локомотив». Работы хватило всем. Кто-то сгребал листья и сухую траву, кто-то собирал обломанные ветки, а кто-то занимался мусором, оставленным за зиму нечистоплотными горожанами. Ежегодно мы приводим свою территорию, наше учреждение в порядок, убираем мусор, то, что накопился за зиму, убираем траву, выносим крупный мусор, готовим территорию для занятий спортом, чтобы жители могли заниматься в комфортных условиях. И хочется видеть наш город чистым, и поэтому приглашаем всех жителей города убрать территорию у себя во дворах, возле дома, возле места работы, чтобы мы жили и находились в чистом, красивом городе. Будет ли наш город чистым, зависит от самих сосногорцев. Если каждый житель внесет свой маленький вклад в общее дело, то мы встретим майские праздники, а за ними и лето в чистоте и комфорте. Пример землякам подает учащаяся 4-й школы Полина Тихонова. Вместе со своей подругой она навела порядок за одним из торговых центров в 6-м микрорайоне. Результатом девочка поделилась в социальных сетях. Прибрались, у нас вышло суммарно 10 пакетов. Вот таких вот маленьких, они немного дальше стоят. Конечно, не совсем, но хоть на капельку стало чище, это еще не конечный результат. Мы будем продолжать здесь убираться. Вообще мы часто ходим, и я замечала, что в нашем городе достаточно мусора, возможно, как и во многих поселках или больших городах. Эта идея у меня возникла давно, когда я еще была помладше. Мне очень хотелось убраться, но из-за проблем с пальцем я решила этого не делать. И вот я повзрослела, я вспомнила о том, что у меня была такая идея. Я решила зазвать свою подругу, она просто согласилась мне помочь. Поэтому мы убрались, там уже темнело. Мы не хотели долго засиживаться. Там, конечно, мы убрались по большинству, там стало гораздо чище. Но там еще есть мусор, но у нас в планах закончить там убираться, и там будет все чисто. Тем, кто решит делом доказать любовь к малой родине, поддержку окажет Управление жилищно-коммунального хозяйства. Для этого необходимо обратиться в отдел внешнего благоустройства по телефону 50331. Гражданам и организациям, решившим провести субботник на своих территориях и на городских территориях, закрепленных за ними, Управление ЖКХ готово оказать содействие в предоставлении мешков. И, конечно же, мы готовы этот мусор вывести. В случае проведения субботника мы просим организации, граждан позвонить нам, сказать дату проведения субботника и оговорить место, где они оставят мешки с мусором. Стоит отметить, что с планом закрепления улиц, дорог и других территорий за организациями и населением муниципалитета можно ознакомиться на официальной странице администрации Сосногорского района ВКонтакте. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске отремонтируют дорогу и тротуар по улице Первомайской в районе Кадетской школы. Специалисты управления ЖКХ и капитального строительства провели осмотр территории и замеры дорожного полотна для составления проектно-сметной документации. В рамках поручения главы Республики Коми в 2022 году муниципалитетам будет выделяться субсидия на приведение в нормативное состояние участков дорог, по которым проходят школьные маршруты, в том числе улица Первомайская у нас в городе Сосногорск от пересечения с улицей Плесени до пересечения с улицей Гоголя. Летом здесь проведут снятие старого асфальтового покрытия и укладку нового. При этом необходимо решить проблему с весенним подтоплением территории кадетской школы. Руководство учебного заведения жалуется, что талый снег каждый год затапливает подвал столовой. Мы хотим сейчас посмотреть и уклоны, и продумать, как сделать так как школа находится в самой низшей точке этого участка, и все потоки стекают именно сюда. Будем планировать делать какое-то увеличивание, поднимать выше дорожное полотно, тротуар, и чтобы воду увести уже непосредственно вдоль улицы в ту сторону.
По программе формирования комфортной городской среды отремонтируют и тротуар возле школы. Здесь также установят новые опоры освещения. Подготовительные мероприятия уже начались. На этой неделе были спилены старые деревья, которые могли бы помешать проведению работ. Специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что на озеленение железнодорожной части Сосногорска это не отразится. В первую очередь необходимо подготовить территорию под обустройство аллеи кадетов и устройство уличного освещения. Для этого подрядной организации «Партнер Союз» в рамках заключенного контракта производится спил старовозрастных деревьев, которые располагаются на трассе, где будет расположена новая аллея и новое освещение. Всего будет спилено около 50 деревьев. Однако жителям города не стоит переживать о том, что деревья будут утрачены безвозвратно. После завершения всех работ по благоустройству вдоль улицы Первомайская будут высажены низкорослые деревья, которые не будут мешать эксплуатации уличного освещения. Данная мера необходима для бесперебойной работы уличного освещения будущей аллеи. Преобразившаяся территория получит название «Аллея кадетов». Все работы планируется завершить к новому учебному году. Полина Бастракова, Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорцы продолжают помогать жителям Луганской и Донецкой народных республик. На минувшей неделе им была направлена третья машина гуманитарного груза. Это продукты питания, в том числе и для маленьких детей, постельное белье, одежда, школьные принадлежности и многое другое. Это уже не первая отправка на Донбасс. Я считаю, что вот лозунг «Своих не бросаем», да, за наших, он здесь в полной мере показан, и сосногорцы очень активно подходят к этой помощи. В этот раз вместе с гуманитарным грузом были отправлены письма и рисунки, которые школьники написали тем, кто проводит спецоперацию. Трогательные пожелания победы, а главное здоровье, должны поддержать наших солдат во время выполнения ими священного долга. Сегодня российские солдаты и офицеры выполняют свой служебный долг перед страной, демонстрируя мужество и героизм. Им очень важна и нужна наша поддержка, теплые слова и пожелания. И в рамках акции «Защитники Отечества» в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» уже пришло порядка 100 писем, рисунков от воспитанников детских садов, от школьников. В своих письмах дети чаще всего изображают солнце, синее небо и земной шар. Пишут слова «мир». Все письма с теплыми словами и поддержки и добрыми пожеланиями будут переданы российским военным, выполняющим свой долг во время спецоперации на Украине. Напомним, в Сосногорске гуманитарная помощь для жителей Донбасса принимается в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу 5-й микрорайон, дом 41. Информацию можно уточнить по телефонам, которые указаны на ваших экранах. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В общественной приемной главы Коми по Сосногорскому району провели прямую линию на тему ответственности несовершеннолетних за противоправные деяния. На вопросы позвонивших отвечала начальник отдела по делам несовершеннолетних Юлия Арашина. По ее словам, чаще всего в нашем районе подростков привлекают к административной ответственности по таким статьям, как потребление алкоголя и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, курение в непредназначенных для этого местах, мелкое хищение и побои. Уголовная ответственность наступает с 16 лет, по ряду статей с 14. Самые частые преступления несовершеннолетних в Сосногорском районе – кражи, а кроме того, причинение вреда здоровью и повреждение чужого имущества. Все чаще стало у нас совершаться преступления несовершеннолетними. Это преступления, совершенные частью 3 пунктом Г статьи 158 УК РФ. Это кража денег посредством, грубо говоря, карточек, перевода и все. То есть дети не осознают, что данное преступление относится к категории тяжких преступлений. То есть за данное преступление возможно даже отбыть в места лишения свободы. Если утерял человек карту, а они подняли эту карту и ей расплачиваются в магазинах, пусть это будут незначительные покупки на 200, на 300 рублей, это уже образует состав данного преступления. Дети, не достигшие возраста привлечения к ответственности, ставятся на профилактический учет. С ними проводятся беседы, а также подростков вовлекают в досуговую деятельность, чтобы заполнить их свободное время интересными и полезными занятиями. Однако постановка на учет может стать пятном на репутации.
При постановке на профилактический учет, то есть, соответственно, эта запись уже пойдет ему во все характеризующие материалы. То есть, когда ребенок захочет поступить в какое-то там высшее юридическое образование или уже что-либо связанное с МВД, ему уже путь будет закрытый, потому что он уже состоял на профилактическом учете. Инспекторы по делам несовершеннолетних советуют родителям быть внимательнее к детям, интересоваться их делами и тем, как они проводят свободное время. Забота близких – самое эффективное средство против подростковой преступности. Полина Востракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском центре занятости населения провели ярмарку вакансий следственного изолятора номер 2. Сотрудники учреждения представили рабочие места в отделе безопасности и отделе охраны. На эти вакансии приглашаются искателей до 40 лет с полным средним образованием. Работа в системе УФСИН имеет ряд весомых преимуществ. Изначально у нас это льготная пенсия. Пенсия наступает через 12,5 лет непосредственно службы. То есть человек, который придет на работу, к 20 лет, он 32 уже будет пенсионером, может заниматься другой работой, плюс получать пенсию. Это большой оплачиваемый отпуск, 45 календарных дней, плюс дополнительно от 5 до 15 дней за выслугу лет. Ежегодно оплачивается отпуск вместо проведения, проезд. Сотрудникам предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение продолжительностью 21 день. Еще одно преимущество – бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных учреждениях. Также один из больших плюсов – это получение высшего образования в профильных учреждениях. Это юристы, зоотехнология, психологи, экономисты, информационные модные направления IT называемые. Стоит отметить, что вакансии подходят для женщин. Полина Азарова заочно учится на 1-м курсе Ухтинского университета. Ее специальность – документоведение и архивоведение, хотя задумывалась совсем о другой сфере. Я раньше хотела пойти в полицию работать или в охрану хотя бы, но пришлось идти на другую специальность. Я испугалась, что вдруг не получится. С женщинами как-то это не очень женская профессия. А сейчас, поскольку набирают конкретно женщин, то у меня есть возможность туда поступить на работу. Если Полина устроится в СИЗО, ее обязанности будут заключаться в наблюдении за подследственными, находясь на посту. Сотрудники учреждения подчеркивают, что следственный изолятор – это не колония. Здесь находятся люди, ожидающие суда. Если заинтересовались этой работой, можете обратиться в Сосногорский центр занятости, и вас направят на собеседование. Полина Востракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске определили ученика 2022 года. Конкурс среди талантливой молодежи охватывает учащихся с 8 по 10 классы и позволяет выявить наиболее активных и творческих школьников. В этом году в конкурсе принимают участие не только участники из городских школ, но также из сельских населенных пунктов. Они не часто встречаются в рамках других мероприятий, поэтому мы рады, что они могут встретиться в рамках конкурсного мероприятия. Конкурс направлен прежде всего на выявление талантов. Мы выявляем таланты. Если ребенок проявляет себя действительно достаточно творчески или спортивно, хорошо, мы заносим его в муниципальный реестр одаренных детей. Если он достаточно хорошо себя проявит на республиканском этапе, он попадет в реестр республиканский одаренных детей, что даст ему ряд преимуществ. Например, при распределении путевок в лагерь на лето или при поступлении в дальнейшем в вузы или среднепрофессиональное образовательное учреждение. В этом году на звание «Ученик года» претендовали 6 старшеклассников. Членам жюри они представили свои портфолио и творческие презентации, подготовили домашние задания, а также приняли участие в ролевой игре. Такие конкурсы важны для человека, в общем, и развивают много качеств, помогают бороться со страхом сцены. Мне кажется, что они помогают детям, людям развиваться, смотреть, кто живет у нас в городе, не только в городе, во всей республике, какие талантливые люди, дети, о том, что мы тоже можем, как и значимые люди, не то что Республики Коми, а всей России. То, что мы талантливые, занимаемся спортом, хорошо учимся, все успеваем.
Оценили участников конкурса члены жюри, в состав которого вошли специалисты управления образования, а также сотрудники Сосногорского дома детского творчества. Все конкурсанты были настолько великолепны, что покорили сердце каждого, кто сидел в жюри. И поэтому мы хотим отметить всех ребят, которые принимали участие в конкурсе. И очень хочется, чтобы полученные награды стали определенным стимулом двигаться дальше. В результате учеником 2022 года в Сосногорском районе стал Владислав Клименко. В настоящее время юноша учится в 10 классе 5-й городской школы. На мой взгляд, есть множество учеников, которые выделяются не только своей учебой, но и какими-то еще сторонними талантами. То есть, может быть, у них есть какие-то необычные интересы, необычные увлечения. И вот такого рода конкурсы, они помогают раскрывать таких учеников, как со стороны того, насколько они хорошо занимаются учебой, так и насколько они творческие люди. Победитель муниципального этапа конкурса «Ученик года» представит Сосногорский район на региональном уровне. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Доме детского творчества прошла ежегодная квест-игра для школьников, посвященная Дню космонавтики. Организаторами выступил отдел по делам молодежи Управления образованием. В подготовке и проведении участвовали педагоги ДДТ и волонтеры. Все задания связаны с историей развития космоса, с историей космонавтов тех же. И все задания у нас сегодня основаны на теоретических и практических знаниях. Квест устроили для учеников городских школ от 14 лет. Ребят разделили на 4 команды, в каждой было от 8 до 12 человек. Школьникам предстояло пройти 7 испытаний и доказать, что они готовы к космическим свершениям. Найти подходящий грунт, чтобы построить на нем станцию, обнаружить и устранить поломку в корабле, восстановить поврежденную вышку для связи с Землей. В каждой точке маршрута ребята получали не только задания, но и знания. Организаторы квеста рассказывали интересные факты из астрономии и истории космонавтики. Довольно интересно. Прошли пока что только 3 задания, но пока что запомнилось только вот это вот. Надо было найти поломку на корабле. К сожалению, это задание у нас не получилось выполнить, но было довольно интересно. Тут смешиваются какие-то препараты, я не знаю, как сказать, с водой. И надо смотреть, идет реакция или нет. Лучше, когда идет реакция. Все участники получили грамоты, а главное – новые знания и яркие впечатления, которые запомнятся надолго. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В мартовских квитанциях от Комэнергосбытовой компании жители нашего города получили корректировочные счета за отопление за 2021 год. Эта корректировка производится ежегодно в первом квартале года следующего за расчетный согласно постановлению номер 354, о котором все давно знают. Эта корректировка уже производится не первый год. Под корректировку попадают дома, у которых установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии. То есть, по факту, когда мы сняли все приборы учета за 12 месяцев, получили факт расхода общедомового гигакалорий на дом. В течение 12 месяцев наши жители получали 1/12 от норматива среднегодового прошлого периода в год. И здесь получается разница. В каких-то домах это плюс, в каких-то домах это минус. То есть объем корректировки зависит от многих факторов, в том числе от конструктива здания, от примененных энергосберегающих технологий, вообще от системы, как в течение года управляющие компании подготовили эти дома и как они проработали этот сезон. То есть обязательно надо следить за тем, чтобы были плотно закрыты двери, чтобы были утеплены подъезды, чтобы тепловая энергия не выходила наружу из домов. Понимаете, они должны быть, соответствовать определенному порядку, и должна нормально работать вся тепловая система, чтобы не было перегрева
в системе отопления, потому что если, допустим, у вас в квартире температура выше 25 градусов, там доходит до плюс 30, вы должны понимать, что за такие комфортные условия придется в конце концов доплачивать, да, когда это выше норматива. Для наших клиентов наша компания предоставляет беспроцентную рассрочку на 6 месяцев. То есть если вам тяжело оплатить достаточно приличную сумму, то можно или подойти в наши офисы, или это можно сделать на сайте нашей компании. Там есть специальная вкладочка, где написано «Соглашение о рассрочке на сумму ежегодной корректировки». Можно написать заявление, и вам на электронную почту пришлют квитанции с рассрочкой на 6 месяцев. Если вам нужна рассрочка более 6 месяцев, допустим, на 12, то там уже действуют условия ставки рефинансирования, она уже будет процентная. То есть эта услуга у нас сейчас предоставляется в связи с тем, что не все могут сразу заплатить там какие-то такие суммы больше, чем стандартная квитанция. Корректировку не будет производить в тех домах, где установлены общедомовые приборы учета, но жильцы на общих собраниях приняли решение оплачивать по фактическому расходу. То есть ежемесячно мы снимаем приборы учета, и ежемесячно у них квитанции идут фактические расходы по отоплению. Соответственно, зимой у них оплата идет больше в соответствии с приборами учета, а в летние месяцы за отопление они вообще ничего не оплачивают, потому что расхода нет. То есть это наиболее удобная форма. В этом случае вы уходите от этой годовой корректировки, которая всех смущает всегда, когда люди приходят, не понимают, что это за квитанция. То те дома, у кого есть квитанции факта, они не приходят сюда и спокойно каждый месяц могут контролировать свой расход. Если, допустим, там он слишком большой, они могут обратиться сразу в управляющую компанию с вопросом, почему такой большой расход, может там что-то не в порядке и так далее. То есть они видят каждый месяц свое фактическое потребление. У нас в Сосногорске всего с ОДПУ 112 домов. И из этих 112 домов 26 домов по решению общих собраний перешли на фактический расход. Остальные 86, они подлежат корректировке, которые сейчас получили квитанции. Из этих домов в этом году 73 дома получат корректировку в плюс, то есть с большим объемом, а 13 домов получат эти корректировки в минус. То есть, соответственно, в этих домах температурный режим вошел в норму, они хорошо прошли отопительный сезон и получили минусовые квитанции. То есть основной как раз и фактор размера этой корректировки, на него влияет, конечно, погодные условия, то есть количество отопительного сезона, то есть когда раньше он начинается или позже, в зависимости от наших северных погодных условий. И второй фактор зависит от конструктивных особенностей зданий как таковых и фактор подготовки к отопительному сезону жилых домов вашими управляющими компаниями. То есть от этого и зависит объем теплоносителя, который попадает в дом, и как он там расходуется.